Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü duşuşumuz rus diline alınıp barılacak. İlkinci gezek 3 ýylyň dowamyny olam ine bizim öz aramyzda öňkü öz watandaşymyz Türkmenistanly Vitaliy Viktorovich hem gatnaşýar. Şoň hormatyna biz Ruslan barmany maslahat etdik saparaga bilen. Şoň üçin aýyplaşman şu gepleşik rus diline alınıp barlar. День добрый, уважаемые, дорогие соотечественники, туркменистанцы и те, которые находятся вне пределов Туркменистана. Сегодня мы впервые с Апарага ведем передачу на русском языке в честь нашего, не стесняюсь этого слова скажу, уважаемого нашего гостя Виталия Викторовича, который многие годы прожил в Туркменистане и вложил свой труд, ум там. Так что он до сих пор остается в рядах наших туркменистанцев как почетный гражданин Туркменистана. И сегодня очень большой праздник. Вы его вчера исполнился ему ровно 60 лет, с чем мы вас и сердечно поздравляем. Добро пожаловать в нашу студию. Давайте, кто теперь поочередно будет говорить? Сапарав, может, вы что скажете? Начнем с нашего гостя. Да, спасибо. Ну, с украинцами начинают. Слава Украине! Героям слава! Да. Виталий, поздравляю тебя. Мы специально сегодня приурочили твоему юбилею эту передачу. Мы вообще-то давно не говорили по-русски. Иногда бывают очень редкие случаи, так уже язык отходит от нас. Но, думаю, общими усилиями поймем друг друга. Ну, мы очень пристально следим за событиями в Украине. Ну, помочь можем тем, чем мы можем, иногда добрым словом, иногда знаниями, иногда консультацией, иногда информацией, иногда гуманитаркой. Вот Халмурат расскажет, он даже туда ездил с гуманитарным грузом. Но мы надеемся, что война кончится, и Украина победит. Свободный народ победить, в принципе, невозможно. Мы это знаем. И, ну, по ходу мы хотели бы еще поделиться нашими соображениями и некоторыми информациями. Может быть, это незначительная информация или неважная информация, а может быть и наоборот. Мы по ходу разговора об этом вспомним, скажем. А сейчас, наверное, слово дадим юбиляру. Да, конечно. Давайте, Виталий Викторович, слово вам, как гостю нашему. Добрый день. Ну, во-первых, большое вам спасибо за то, что предоставили возможность мне сегодня выступить и пригласили с вами поработать. Это первое. Второе. Большое вам спасибо за поздравления, за теплоту, за хорошие слова, которые вы говорите. Мы давно друг друга знаем. Так получается, что мы друг друга знаем уже больше 30 лет. Это не шутка, Даже это больше, уже время. Даже это больше, уже наверное. время. Да, даже больше. Большое спасибо за то, что вы поддерживаете мою страну. Огромное спасибо. Я знаю, Халмурат, то, что вы делаете. Я знаю, Сапар Бакшиевич всегда, ну, у туркменов, я так понимаю, всегда скромно. Вы все скромно говорите, а на деле я знаю ту большую работу, которую вы делаете. Ту гуманитарную помощь, Халмурат, дорогой, которую вы привозили. То, что вы людей наших помогаете устраивать, которые выезжают за границу. И то, что вы поддерживаете нас действительно и информацией, и хорошим словом. И всегда на вас, я знаю, что
Туркмены на самом деле действительно это как братья. Ну, для меня туркмены как братья. Я сам себя, честно говоря, это считаю, моя вторая родина Туркменистан. Это так получилось исторически, и я всегда, мне очень тепло вспоминаю о том, что было. То, что происходит сегодня у нас, я вкратце, наверное, расскажу, как у нас идет тут все. У нас продолжается война, продолжается все так же. Идет постоянные бои, постоянно гибнут люди, постоянно идет обстрелы идут наших городов, домов, жилых, обстреливают наши генерирующие компании, обстреливают наши коммуникации. Это есть, это никуда не денешься. Из-за этого у нас сейчас на Украине введены отключения электроэнергии с целью экономии электричества. Это по решению нашего президента, спущена команда до самого низа. И у нас вся страна сегодня вынуждена себя ограничивать в потреблении электроэнергии. Периодические отключения идут. Но мы справимся. У нас прекрасный, сильный народ, который, я честно сказать, я всегда знал, что я украинец, всегда чувствовал это. Мои предки были сотниками Запорожской Сечи, мои предки, у нас большая история у моего рода, я увидел, насколько велик наш народ вот именно в этой беде. О том, как люди все сплотились, о том, как наши ребята воюют. У меня очень много ребят, которым, мало того, что дети моих друзей, которым там 30, 25 лет, 35 лет. Вы знаете, у меня есть даже друзья мои, которые занимаются, некоторые пошли воевать, возраст есть возраст. Тут у меня просто товарищ пошел, говорит, я не могу, говорю, куда ты лезешь, тебе уже 57 лет. Пошел, призывной возраст подошел, не выдержал долго, оказался на больничной койке, он сейчас восстановился, и он занимается тем, что обеспечивает наших солдат, наших военных одеждой, едой. Ваш коллега Халмурат, тоже афганец у меня здесь, Витя, он председатель нашего, близкий мой друг, он председатель афганцев. Он постоянно на вот этой «Жигули» двойка у него старенькая, он на ней постоянно мотается на передовую, вечно в приключениях, во всех этих делах, все время не оставляют наших ребят. Тут у нас такая ситуация, у нас идет война. Весь народ как один. Есть, у нас часто любят говорить, а вот не каждый. Я говорю, ребята, а вы посмотрите, каждый делает все, что может. От детей до стариков все работают на то, чтобы мы победили. События, которые у нас разворачиваются. У нас Запорожье это, по сути, город, в котором с одной стороны 50 километров с юга у нас идут бои, фронтовая зона, фронт. И с другой стороны, с востока у нас тоже 50 километров, тоже фронт. Большая часть Запорожской области, больше половины захвачена. Я думаю, скоро мы освободим. Там ребята наши под Херсоном уже освобождают. Я думаю, скоро будут освобождать и Запорожскую область. Это вкратце то, что я могу сказать. Если что надо, готов ответить, готов сказать. Но прежде всего, большое вам спасибо, дорогие мои друзья. Большое спасибо. Я сегодня, у меня переполняют эмоции, потому что сегодня я Халмурада давно не видел. Вот сегодня увиделись мы. Мы лет 5 назад или 6 общались. А вот сегодня вижу, приятно. Вы знаете, я вспоминаю, Халмурад, когда мы с вами встречались в зданиях, на улице, в Ашхабаде, когда жили. Все помню, ничего не забыл. Приятно вспомнить. Спасибо вам большое за то, что... Спасибо вам, ребята, за то, что вы есть. И что вы не забываете ни нашу страну, ни меня. Спасибо. Спасибо огромное за столь теплые слова, сказанные в наш адрес, Сапар Бакшишев. Но мы это все относим в адрес нашего туркменского народа. Мы сыновья этого народа. Ни больше, ни меньше. Я думаю, в такой трудный час каждый человек делает свой осознанный выбор. На стороне зла или на стороне добра. Мы сделали давным-давно свой выбор. Маленький просто, Халмурат, можно я? Вы не просто сыновья туркменского народа. И Сапар Бакшиевич, вы люди, вы лучшие, вы элита туркменского народа. Надо говорить правду. Я не боюсь это вам сказать. Это не подхалимаш, потому что мы с вами друг друга много-много лет знаем. За вами опыт, честь, серьезные дела, проекты.
огромные вещи, которые вы делали, и при этом за вами еще остается честь и совесть, что самое главное. Вы люди чести. Вы настоящая элита туркменского народа. Извините за такое лирическое отступление, но я не мог, я не мог не сказать этого. Я просто знаю я знаю, кем вы были раньше, как вы были раньше и какие вы сегодня. Я знаю то, что вы делаете сегодня. Это мало кто знает. Я знаю, это огромная честь для меня с вами участвовать в этой передаче. Спасибо, Извините. спасибо, Виталий. Ты это самое еще не забыл старое ремесло. Да ладно, Сафар Баширович, вас-то я уж, слава богу, я могу столько о вас сказать, так же, как и о Халмураде. Потому что я знаю то, что будет в книгах, будет в учебниках истории. Это будет, это оно есть уже. Добро. Далеко поехал, Виталий, далеко. Давайте остановимся здесь, а то сейчас еще 3-й или 4-й диктаторы будут в Туркменистане. Не нужно. Давайте остановимся. Виталий, я что хотел сказать. Нас связывает очень много. Нас с вами лично, через нашу дружбу связано очень много. Вот, у меня очень много сослуживцев в Украине, по Афганистану, по Советскому Союзу, по Туркво. Вот. Потом очень много моих друзей последние 15 лет вот, с Украины, которые приезжают к нам сюда в Швецию. Это тысячи людей. Вот. И я, как бы вам сказать, я их воочию вижу ежедневно, когда я с ними общаюсь, понимаете? То, что вот на нас с Сапар Бакшишем вешали ярлык, вот, допустим, там мы занимались воровством на родине или что-то другое, третье, это власть вешает ярлык. Также на украинцев вешали ярлык, вот они нацисты, там другой, третье. Поверьте мне, мы ведь перед аудиторией выступаем. Я ни разу за все эти десятилетия не встретил ни одного нациста украинского. Вот честное слово. У меня полон дом гостей всегда и каждый год. Сотнями приезжают, но я ни одного нациста не видел. Я видел людей, которые воистину и на самом деле любят свою родину, гордятся своей страной, гордятся своим языком, своей культурой. И это любой народ имеет право на это. Обвинять в этом украинцев, в тех небылицах, это вообще в моем сознании или в мозгу это не укладывается. Так что я знаю этот народ как очень-очень трудолюбивый народ. Украинский народ. Я не видел среди славянского народа таких трудолюбивых людей, чем украинцы. Они ради своей семьи выезжают по всей Европе, зарабатывают деньги, чтобы восстановить свой дом, свое хозяйство и тем самым свою родину. Они вносят очень большую лепту в этом. И вот этому мирному народу со стороны начинать диктовать, как ему жить. Это непростительно и непозволительно. И к тому же я внутренне не воспринимаю, когда начинают угрожать всему миру вот этой ядерной дубинкой. А кто им дал право? Кто они такие, чтобы командовать над всеми и быть выше всех? Из-за того, что у них в руках эта ядерная дубинка. А почему тогда эту дубинку отняли у Украины в 1992-1993 году? Она была вторая ядерная держава после России. Могла бы сегодня дать такой отпор, мама, не горюй. Но обманули же этот народ и это государство. И сегодня начинает вот это вести такую политику, что вот что-то когда-то нам принадлежало, оно должно быть возвращено. Они забыли, что когда при распаде Союза был подписан договор, что все республики остаются на тех расчерченных границах территорий, на которые на то время, когда распался Советский Союз. Какие еще разговоры? Какие еще деления властей, какие там земли? Что, России не хватает земли? 1/6 часть суши у них. Да вы обработаете это все. У вас непочатый край там работает, чтобы восстановить свое сельское хозяйство или обустроить жилье. Газа нет в 1/3 России. Нет, им нужно еще больше. Для чего это делать? Я коротко скажу, Виталий, чтобы и вам, и вашим слушателям, и нашим было понятно. Для того, чтобы вокруг России не жили другие народы, тем более бывшая Советская Республика, лучше, чем россияне. Вот для этого затеяно это все.
А украинцы живут на 2-3 порядка лучше и счастливее, и богаче, чем россияне, несмотря на то, что в России все там лица Менделеева. Молодцы, очень трудолюбивый народ украинцев. Вот сегодня вот все услышали это заявление. Спасибо, вот это я хотел сказать. Вот Сапарбаши еще добавить. Да, я извиняюсь, у меня проблемы технической с камерой, но, Халмурат, ты сказал очень много, даже то, что я хотел сказать. Виталий, ты Туркмению хорошо знаешь. Я уже перейду сразу те вопросы, которые, может быть, важны для фронта. Может быть, они незначительно важны, но мы это определить не можем, потому что я-то не военный человек абсолютно, но служил в армии, кое-что знаю, и служил недалеко от вас, даже от Крыма, в Краснодарском крае, Северный Кавказ. Северно-Кавказский военный округ называется, первая линия. И знаю название вооружений, и очень хороших. Я был оператором, планшетистом, служил ПВО, противовоздушной обороны. Не только военному делу, там это самое обучают, там хорошему русскому мату я научился вот, благодаря армии. И вот этот мат, кто не знает русского мата, наверное, не знает и русского языка полноценном таком этом, я думаю. И она садится прямо под сознание человека. Я годами, может быть, десятки лет во сне матюкался так этажами, что люди говорили, ты днем-то не матюкуешься, почему ночью? Я говорю, не знаю, это вот это самое, это армия. Днем ты контролируешь как-то вот этот самый речь, но когда подсознание заходит, ты его не контролируешь уже. Вот я имею хороший стаж вот этого русского мата, вот очень такой, можно назвать великий русский язык. И вот мы служили, первая линия, и мы все вооружения знаем, которые относятся к ПВО, противовоздушной обороны. И что мы заметили, вот последние, это самые 2 недели мы с Халмурадом анализируем. Нам несколько раз поступила информация, что в Туркменистане есть непонятное передвижение войск военного вооружения и в таком направлении, что туда она не должна идти. И если было бы с одного источника, мы бы просто не обратили бы внимания. Но когда уже через несколько источников, это уже приходится анализировать. Мы знаем, вот Халмурат даже в депутатском своем поприще непосредственно прикасался этим. У нас огромное количество запасов, боеприпасов от афганских времен. Афганская война обеспечивалась в основном, может быть, из Узбекистана тоже, но в основном из Туркмении. Вот Марийский, там, под Ашхабадом есть огромные базы. Это, может быть, они сегодня морально устаревшие, но мы слышим, вот в украинской войне участвует там орудия Второй мировой войны. Вот, наши, они 70-х, 80-х годов. И мы что заметили? Вот каждый год в Туркмении проводится парад.
парад, воинский парад, так скажем. Вот. Все Честь диктаторы, Дня независимости. да, все диктаторы любят это. Нет диктатора без парада, без военного парада. Это одно из составляющих, наверное, их политики. И мы сравнили 2021 год, парад, вот, и 2022 год. Там 27 сентября, по-моему, да, Халмурат? Да-да. И вот в 2022 году многие из тех, которые проходили в 2021 году, вот этих вооружений там не было. Например, С-200. С-200 может быть устаревший, этот самый, уже, может быть, даже сняты с вооружения российского, но это легенда, по-моему, наших времен. Я вот 71-73 года служил. Я знаю, что такое С-200. Она, конечно, в вооружение вошло в 67 году и 71 года. Это были уже самые такие активные времена вот этих. Они закрывают небо. У них скорость 1200 километров, там, зона поражения 250. Это уже зона поражения, а так-то он летит, может быть, и 300 километров. Даже я слышал, что вот Украина тоже имела вот эти, и не знаю, какие года, 2000-е года, у вас учение было в Черном море, и сбили пассажирский самолет. Вот это и есть С-200, по-моему. С-200 сейчас в вооружениях там в Сирии, Ливии, и они даже сбивали F-16, значит, они чему-то годятся. И вот этих зенитно-ракетных комплексов, да, в Туркмении, по-моему, очень даже много. Да, они, может быть, на сегодняшний день устаревшие, это не С-300, не С-400, но их вот в параде, в воинском параде 2022 года, 27 сентября, их не было. И не было еще много там БТРов, там других там, зенитно-ракетных инвентаря. Вот вы даже можете в интернете зайти и сравнить это. Это раз. А потом местные люди, живущие в Красноводске. Это там, ну, сейчас его Балканом называют, или Туркменбаши называют. Вот активное движение вот этих вооружений в сторону порта. Там есть порт, Красноводский порт. И ходят паромы. И вот, да, его прикрывали всякими мероприятиями, например, учения в Каспии. Это для Туркмении очень интересно, там, с кем в Каспии воевать. В Каспии должно быть, ну, зона безоружного, невооруженного. Но вот когда все вот эти нюансы складываешь, и там можно логически определить, что это может иметь место. И очень даже ничего, вот с Красноводска до Астрахана курсируют паромы, например. И что перевозится в этих паромах, знает только тот, кто перевозит его. Это раз, этот самый, вообще-то Туркмения сейчас, она из воздуха, и даже автомобильный транспорт почти закрыта, она ограничена в движениях из Туркмении. Кроме вот таких грузов, которые мы рассказываем вам, выйти или зайти очень даже проблематично.
И каждое движение уже у людей на виду, потому что нет такого грузопотока в Туркмении. Не знаю, они это объясняют, что есть ковид, но груз и ковид – это несовместимые вещи. Поэтому она бросается в глаза, и люди информируют нас. Я просто С-200, а может быть и там и других этих, но у нас боеприпасов настолько много, что их даже сохранить или хранить по-человечески не могут. Они взрываются, то и дело взрываются и с большими потерями. Мары было там в 90 каких-то годах, да, Халмурат, если я не ошибаюсь? Да, и в 2011 году без Змеини был. 2000 каких-то десятых годов без Змеини было. 11. И там боеприпасов, вот Халмурат помнит, это с афганской войны, и еще после развала Советского Союза, вот Варшавского договора, оттуда вооружение поступило очень много. Вот в наш период даже я помню это. Халмурат об этом скажет более детально, потому что он курирует эти вопросы. И вот эти информации, думаю, важны. Почему важны? Потому что вот наша туркменская сторона, как назвать, даже не знаем, они куклы или Кремля, или как-то, они или часть вот этого клептократического аппарата всего постсоветского этого они очень политически, даже морально очень близкие эти люди, они даже друг к другу очень часто ходят в гости. Например, не сам Путин, может быть, но вот мы Матвиенко видим очень часто. Она даже похожа на того, что на куратора Туркмении из России. Туркмения как российская губерния. Вот. Все, что находится в Туркмении, это как бы под руками России. Мы вот его знаем вот так вот. Если есть там столько боеприпасов, я думаю, если бы я был на месте Путина, я бы тоже сказал, ну-ка, Курбанчик там подкинь чуть-чуть, а то мы здесь не добираем. Может такое быть? Да, вполне может быть. Вот такие вот есть у нас информации. Настолько она может повлиять на ситуацию может на повлиять. ситуацию в войне в Украине. Мы не знаем, конечно, но вот такая информация есть. Ты не чужой нам человек, мы поэтому и делимся. Вот. То есть информация, Сапар Бакшич, я извиняюсь, я конкретизирую, о том, что часть боеприпасов может под видом учений перебрасываться на российскую сторону для восполнения их боекомплекта, я так понимаю. Да, дело в том, что Красноводский порт эксплуатируется российской фирмой. Да, я Да, слышал. и давно уже все тендеры, каждую пятилетку или там сколько у них там сроку, я за этими вещами пристально не слежу, но знаю, что его ведут русские. И вот порты ихние, эти паромы ихние, даже учений не надо, если завез паром, сверху снизу не видно. Вот это самое учение, это просто, как бы зашторит внутреннее передвижение. Но там учение, поэтому войска двигаются туда-сюда. Это серьезные очень серьезные вещи. Вот такая есть, там фотографиями, датами
мы, к сожалению, сидя за рубежом, представить не можем, но вот такие вещи есть. Ну, их, наверное, нетрудно проверить. Она где-то должен взорваться, либо оставляться, или еще что-то там, следы выйдут. Это очень серьезные вещи, очень серьезные. Это очень серьезно. Для нас это очень серьезно. И для международного права тоже очень серьезно. Это поставки оружия. Хотя там же вроде бы у России с Туркменистаном договор по вооружениям какой-то был. Нет, не знаю, не буду говорить. Не может быть. Дело в том, что Виталий Викторович, Туркменистан Независимо, Туркменистан же нейтральный. с 95-го года Туркменистан взяла на себя обязательно нейтральной страны. Эта страна не может участвовать ни в какой стороне конфликта или конфликтующих сторон. Но вот как мы видим, Сапарбаш, вы все сказали, я могу продолжить. Да, Халмурат, я тебе слово даю. Надо, чтобы было понятно и ясно. Вернемся опять-таки к советским временам. Во время афганской войны у нас была там 40-я армия в Афганистане. Советская армия 40-я, полнокровно укомплектованная армия. С этой стороны, как заметил Сапарбашевич, обеспечили эту армию в основном с Узбекистана, с Туркменистана и с Таджикистана. То есть боеприпасы, все, что в чем армия нуждалась, все обеспечение шло с этих трех республик, в том числе и боеприпасы, которые подвозили с других республик Союза, переправлялись именно через эти переходы трех республик. Когда там вывод войск закончился, осталось в Туркменистане неимоверно большое количество вооружений. Это я помню, да. поднимался. Вы забыли так. Да. Для ясности картины вкратце объясню. Туркменистан, значит, 2 дивизии полнокровных, и третья дивизия у нас, она была как бы законсервирована, то есть на случай войны. Там есть третья дивизия тоже полностью вооружение, но она уже при консервации лежала там десятилетиями. И вот после развала Союза сегодня в туркменских войсках, максимум может 30, а может и 40 тысяч, никто не дает точное количество военных. Но там учение производится, может быть, раз в год из одной пушки выстрелит по воробьям, и все. А так все вооружение там. Когда СССР развалился, начали завозить с Варшавского договора со всех этих стран. Со всех стран завозить их вооружение по всем республикам, в том числе и Украину, и в Туркменистан тоже. Очень много завезли. Но я знаю, как авиатор, я скажу за авиацию, в Красноводский аэродром военный, это под Лебедагом военный аэродром, Кизлярватский аэродром, Актопинский военный аэродром, Марийский, Марий-2 военный аэродром. Туда завезли, помимо того, что там уже базировались воинские части, полки, значит, к ним еще минимум по 2 полка самолетов завезли. Стоянка были полные, не знали, куда уже самолет ставить, рулежка полная. Так как в спешном порядке выводили войска с Варшавского договора. Потом эти самолеты или были распилены, или же часть продана афганцам, Абдурашиду Достуму в то время, а остальное не знаю, куда продал или что с ними сделал. Ну, а вот эти ЗРК, зенитно-ракетные комплексы, за которые говорил Сапарбашевич, они были там на месте. Потому что ими никто в афганской войне не пользовался. Они, значит, остались на территории Туркменистана. Теперь получается что? Сейчас началась полномасштабная война против Украины 24 февраля. Россия то, что имела в своих сусеках, на складах, все расстреляла уже. Пушки есть, снарядов нет. Фактически вот так получается. А снаряды где? Полно в Туркменистане. Правильно сказал сейчас Сапарбашевич? Россия или Путин там хозяйничает как у себя на заднем дворе. Хочет, бесплатно возьмет все, подземные, наземные полезные ископаемые. Это долгий разговор, я просто скажу вкратце. Все, что имеет Туркменистан, все богатство проходит через руки Кремля. Разрешит Кремль, Туркменистан продаст. Не разрешит, оно там будет гнить. Это мое мнение лично. Вот. Теперь дальше.
Валентина Матвиенко прилетает в Ашхабад где-то, если я не ошибаюсь, 12 или 15 мая этого года. После ее отъезда на границе Балканской области, не на границе, а возле Небедага, вы знаете город Небедаг, на выезде Небедага, между Небедагом и Кумдагом большая заправка на трассе, которая ведет к Красноводску. Там ночью было очень большое количество военной техники на заправке. Оттуда они направились в сторону Красноводска. Поехали они в Красноводск, тот порт, который построили россияне для себя. Огромный еще порт был построен 2 или 3 года назад, но на туркменские деньги. Миллиарды долларов туда потрачены. Или же на Бекташский порт, которым раньше вывозились вот это вот сульфат, соль, все возможное. Там тоже есть большой порт, на котором могут приплыть любые суда и загрузиться, а с Бекдаша еще ближе отправить до Астрахани, где есть российский порт, или же там военный порт тоже у них же есть в Дагестане, там, на Каспийском море. Или туда они отправили. В общем, после ее вот приезда Матвиенко была замешана эта колонна. Почему именно Небедага и заправка? Вот вы в Туркменистане жили, знаете расстояние. От Ашхабада до Небедага где-то 400 километров, будем говорить так. А заправка любых автомашин военных максимум на 500. Они по-любому до Красноводска или до Бекдаша не дотянут. Значит, заправка Небедага. И эта техника, выехавшая или вышедшая из Ашхабада или из его окрестностей. Можно сделать такое предположение. Если вот так шагомером пройти с расстояния, такой будет вывод. Теперь, на днях, то есть 2 недели назад, этот, как его назвать, я не скажу, ну, в общем, скажем, сынок Бердымухамедов проводит учения на берегу Каспия с применением всех видов вооружений. И самолеты якобы летают, и пушки стреляют, и ракеты, все, и БТРы. На пустом месте. Вот на берегу моря только показывают. Там сполох, и тут выстрелили, не знаю, по воробьям стреляют или чего. Вот, в общем, провели там, говорят, учение. Окей? На учение техника выехала. А где теперь эта техника после учения? Куда она уехала? Нет информации, что она вернулась в воинские части. Да. Мы, конечно, чтобы подтвердить это, все попросили военных, которые служат в Туркменистане, даже и сейчас, вот через нашу передачу. Просьба такая: передайте нам информацию, сколько выехало на учение из ваших частей техники и вооружения, и сколько вернулось обратно в ваше месторасположение. Базировано. Нет? Вот тогда мы выяснимся. Но это все было затеяно под прикрытием, якобы проводят учения. От кого там на Каспии защищаться Туркменистан? Во-первых, она нейтральна. Во-вторых, перед Россией они на поклоне. Там от России им нету никакой угрозы. Казахстан абсолютно ничего. С Азербайджаном они как бы, мы уже по вере и по, значит, по языку, по всем параметрам мы очень близки. Там тоже нет. Что, остается один Иран, что ли, у него вражде с Ираном? Тоже нет открытого конфликта. А по какой хрен тогда они там проводят учения? На берегу Каспия. Ну да. И все это вот для прикрытия сделано, Виталий. Я поэтому вам говорю, что вот не может же открыто выслать технику туда. Ни в Астрахань, ни в другое место. А вот сообщение прошло 2 дня назад. В Астрахани подорвался корабль иранцев, которым полно вот этих их шахедов. То есть через море же, оказывается, доставляются эти крылатые ракеты. А почему с Туркменистана невозможно доставить? Потому что воздушного пути нет. Значит, в Россию через Узбекистан не проведешь, и через Казахстан это много народу будет видеть. А тут под видом учения, может, перегнали все. И в этом заключается вот загвоздка, почему в 2021 году на парадах присутствовало столько количества техники военной, а в этом году там и 10-й части нет. Понял. А где остальные? Вот вопросов много, а ответ правительство Туркменистана не дает. Ни под каким видом. Вот Спасибо, об этом я хотел сказать. Спасибо. Очень
Ну, я знаю вас как человека наблюдательного и с большим военным опытом реальных боевых действий. Вы знаете, как найти. И вы сейчас показали, как вы все это отследили, сделали. Спасибо большое. Я думаю, необходимые службы это учтут. Учтут у нас Спасибо. тоже. Спасибо. Мгм. Дело в том, что, понимаете, Виталий Викторович, война-то рано или поздно закончится. И она закончится победой украинского народа. И я в этом даже ни на йоту не сомневаюсь. Победа будет за Украиной. Но дело в том, что как мы, потом как туркмены, или как туркменистанцы, и как Республика Туркменистан, как будет себя чувствовать после окончания этой войны, как они будут оправдываться перед мировым сообществом, что они делали в эти дни, кому они помогали убивать украинцев. Эти же снаряды не выбирают бомбы ни мирных, ни военных, падают на голову мирного населения. В вашем родном Запорожье я картинку видел этих разрушенных 9-этажек. Там мои друзья живут. Да. Ко мне Понимаете? сейчас приезжал председатель ОСББ, у которого прилетела тоже ракета. Люди погибли, подъезд разрушен полностью. Стоит дом, подъезда нет. Вот так. Это страшно. Действительно, по жилым домам бьют. Спасибо большое, Хамурат. Спасибо. Вот это мы хотели бы Большое донести спасибо. до вас, а через вас соответствующие службы Украины или других людей. И спасибо огромное, что вот прошлая ваша передача с Апар Бакшичем, с Олей Шаровной, оно было услышано и еще уважаемым мною лично вот Юрой Шевецом озвучено в его, значит, аудиторию. Там, я думаю, тоже примут соответствующее решение и будут приглядываться к этим действиям со стороны незаконных властей Туркменистана. Ну, смотреть, по крайней мере, обязательно надо. Проверять надо. Это очень важная информация. Да? Проверять, конечно. Я думаю, ее проверять будут. И не только у нас, и тех, кто знает, как это делать. Спасибо большое. Это очень важно. Это очень важно. Мне приятно, что это мои друзья давние не утратили ни наблюдательности, ни остроты ума. Спасибо вам большое, друзья. И вам спасибо огромное за вашу борьбу, за стойкость украинского народа. Я просто поражен. На самом деле все познается в беде и в трудный час. Вот в этот час украинский народ показал, что он единый кулак. Понимаете, Виталий, у меня дома жили люди-беженцы с апреля месяца. И вот они к 1 сентября все уехали. Женщины, жили женщины с детьми. Все уехали обратно, мы, говорят, поедем, сейчас трудно, мы будем рядом с нашими мужьями, отцами, сыновьями. Вот. Все с детьми уехали обратно, сейчас они там. И в Запорожье, и в Днепре, и во Львове, и Иван-Франковске, отовсюду. Это правда. Это правда. Вот. У нас рядом война идет, вот, 50 километров. Что такое 50 километров? Это 40 минут на машине проехать. Вот у нас война, вот там вот стоят их войска. И у нас люди сюда возвращаются, женщины возвращаются. Да? Неприятные вещи рассказывают на оккупированной территории, что происходит, Халмурат. Вот люди, кто бежал, когда война началась, сбежали в Запорожье, переехали. Осталась там квартира. Дом остался. Ну что, приходят, дом забирают, поселяют туда русских солдат, российских, вернее. Я не хочу говорить русских. Почему? Потому что русские, у нас здесь очень много, часть населения нашего, украинские патриоты, это русские по национальности. Я не могу называть русскими то, что пришло сюда. Это россияне пришли. Не русские, а россияне. Вот российские солдаты поселяются в домах, вскрывают гаражи, забирают машины, забирают вещи. Это реально, это мне люди, это не то, что когда одно дело поговорится где-то в сообщениях каких-то, а это люди живые, говорят, с которых я знаю по много лет. И они мне говорят: Виталий, у меня такая вот ситуация, у меня пришли, забрали, мне возвращаться некуда. Страшные вещи идут, война такая страшная, со всеми ее атрибутами, как у нас любили показывать войну Великую Отечественную, все эти атрибуты у нас присутствуют, все присутствует. Или у людей забирают, и полицейские есть, полицаи, то есть коллаборанты, есть. Не так много, кстати, как пытаются россияне рассказать, их не очень много, но они есть. Но, я говорю, главное, мы увидели весь наш народ. И у нас, когда говорят, вот там коллаборантов 50 человек, я говорю, ребята, а вы забыли, когда туда зашли русские, сколько вышло тысяч человек,
с украинскими флагами, которые говорили: Мелитополь — это Украина, Херсон — это Украина. Тысячи людей вышли, не десятки, не сотни, тысячи людей вышли. То, что, конечно, этих людей арестовали многих бросили в фильтрационные лагеря. Ну, война, все как в войну. Война и есть война. Полномасштабная война, жестокая, страшная, с жертвами. Да. И тут, Виталий, Извините, просто, я не хотел бы- мог не сказать, Халмурат, не мог. Не мог Понятно. не сказать, горит внутри, да. Спасибо. Я хотел бы добавить еще то, что вот мы уже, вот война ваша больше 8 месяцев длится, и мы все это время пристально следим, вот, что происходит в Украине. Мы всегда были, есть и останемся с украинским народом. По крайней мере, его передовая часть, которую туркмены понимают, кто, что и за что начали эту войну. Вот, на чьей стороне правда. Мы об этом каждый день говорим. У нас, может, на дню даже по несколько раз, у нас 5 или 6 есть информационных сайтов на туркменском языке. И мы вещаем, говорим и рассказываем правду о том, что есть, что творится там. Вот. Так что мы не пишем просто этих где-то комментов: вот, туркмены с вами, другой. Нет, мы просто делаем свою работу по мере своих сил и возможностей. Я просто сегодня хотел бы об этом сказать во всеуслышание, чтобы знали, что мы с украинским народом. Спасибо. Были, есть и будем. И в будущем будем и сотрудничать, и дружить, как говорится, домами, вот, странами. И все у нас Спасибо наладится. Все будет Украина. Это однозначно. Украина. Да. Дякую. Спасибо большое вам, друзья. Спасибо большое. Мы ощущаем здесь вашу поддержку. Мы ощущаем вашу поддержку. Вот Сапар Баширович хочет добавить, что он появился. Да, я извиняюсь, у меня технические проблемы. Тот самый камера заела, и компьютер заел. Я через телефон сейчас вышел. Не знаю, вам видно или нет. Отлично видно. Виталий, мы с вами, и мы победим. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо большое. Я верю в то, что мы победим. Мы знаем это. Мы это знаем. Мы не просто верим. Мы в это знаем. У нас весь народ как один. И вы знаете, я одно не иногда вот смотришь, говоришь: ну что вы нам пришли, хотите мне? У вас плохой президент. Ребята, это мы определяем, какой у нас президент. Мы определяем, как нам жить. Мы определяем, что нам есть. Мы определяемся, с кем нам дружить и куда нам идти. А не вы будете сидеть, и тот у вас плохой этот. Это наше дело. Если у нас президент не нравится, он один президент у нас в Ростове уже живет, который нам не понравился, которого тоже, мы же его избрали. Но потом он нам не понравился. Мы его отправили в Ростов. Поэтому у нас с этим вообще неприятно, конечно. Очень неприятно и очень больно видеть это все, то, что делается против моего бедного народа. Очень больно. Да. Мы это все видим, осознаем все. Это трудно. Да. Нехорошо, так скажем. Очень нехорошо. И ведут они себя очень нехорошо. Даже в темноте. Вот они сейчас все электростанции взрывают, бомбят. Но вы все равно, вот и в темноте, видите, что они мудаки. Вам видно? Видим, да. Мы сразу, мы же украинцы, Сапар Баширович, мы запасливые. У нас тут сперва свечками запаслись, а потом мы начали покупать лампы аккумуляторные. Это лампа, Сапар Баширович, вам оно не надо. Это когда гаснет свет, ты ее включаешь, она горит, потому что она набрала электричество. И мы живем при свете, все нормально. У нас люди генераторы покупили, пауэрбанки, эти самые приборы для компьютеров, чтобы работали постоянно, эти источники бесперебойного питания. Мы все выдержим. Это украинцы уже профессия, уже не национальность. Да, это профессия. Да, это понятие такое. Да. Притом у нас, когда мне говорят по национальности, я говорю: ребята, у нас национальность тут у всех украинец. У нас усі українці. У нас есть азербайджанские украинцы, туркменские украинцы, туркменские украинцы. Все они украинцы.
туркменского происхождения, азербайджанского происхождения. Поэтому я не говорю уж, почему я говорю о русских, потому что очень много у меня знакомых, русские по происхождению. Я всегда говорю, чем сильна Запорожская сечь? Тот, кто сюда приехал, тот становится запорожцем. Дети их во втором, вот приехали люди из России, я многих знаю, у них дети, они украинцы. Они украинцы, у них писали им раньше в паспорте русские, они украинцы, они запорожские. Они говорить могут на русском языке, при этом понимают, у нас все здесь понимают украинский язык, все понимают. Все говорят на украинском языке. Это сейчас у нас стало модным. Мы все говорим, я как госслужащий, вернее, как служащий местного самоуправления, спілкуюсь тільки українською мовою. Это с вами мы сейчас разговариваем на русском, Да, потому что это язык, да. А в принципе у нас все сейчас говорят по-украински. И это стало, как бы это сказать, шиком каким-то. Да, да, я тоже уже потихонечку Да, я знаю, Запорожье, знаю, вы уже у нас бывали. хватает уже. Да, мы тоже Я учим говорю, еще потихоньку украинский язык. Я, допустим, туркменский гуцул. Я тебя Я гуцул. понял, да, туркменский, да. Калмурат, точно, да. Прекрасно, спасибо. Виталий, я же служил вот тот самый на Кубани, Северо-Кавказский военный округ. Весь Краснодар, Говорит окружение, этот самый, там, ну, говорят они русские, но они совсем не русские. А это потомки запорожских казаков, Да, которых вот выселили туда. Да, Кубанцы. кубанские казаки. Очень даже вот этот самый, у них даже, ну, норму поведения, характер, культура. Да, песни украинские у них. Да. Это правда. Это правда, Сапар Башевич, это правда. Они песни украинские, речь украинская. Они разговаривают по-русски, вот как я с вами. У меня все равно слышно, что я украинец. Как не выкручиваю, потому что акцент, все это не акцент, а интонация, все это. Да, Вот они разговаривают примерно так. Да. Да, они разговаривают примерно так. Да, Українською вони не розмовляють, але російською вони розмовляють з українським произношенням. Да, в украинском мало мата, этот самый, понимаешь, Виталий? Мало. І слава Богу, слава Богу. Есть меньше. Армия это как академия мата. Вот российская армия, и она ложится под сознание. Вот мне сейчас 70, я на неделю старше Путина. Знаете. На неделю, да? Поэтому я иногда могу сказать Володе, ну, по нашим обычаям можно, младшему так обращаться. Да. По туркменскому обычаю можно, да. Да, и вот до сих пор мат, когда я уже этот самый, ну, ослабляется контроль или всплеск такой эмоций. Эмоции. Эмоциональный всплеск, да. Отпускаешь, когда вожжи отпускаешь, и идет так, этажные маты. Это все с армии оттуда. Я его нигде не обучал. Я помню вас прекрасно, как вы были, когда одним из руководителей Туркменистана. Вы никогда не ругались матом? Нет, это там дневное время нет. Никогда, никогда, я знаю, никогда. Я знаю. И Халмурат, кстати, то же самое. И Халмурат тоже никогда не ругался матом на... При людях. Я знаю, Халмурат, я все знаю, у меня с памятью все нормально. При свете говорят. Да. Ну что, если на этом будем закругляться, я бы хотел бы сказать, что обращаясь к украинскому народу, спасибо вам и низкий поклон за ваш подвиг. Вы как бы сегодня защищаете не только свою родину, вы защищаете и права всех тех народов, которые ходят до сих пор и сидят под пятой Российской Федерации. Я имею в виду в первую очередь Центральноазиатской Республики бывшего Союза, в том числе наш Туркменистан. Мы 140 лет как были под пятой Российской империей и до сих пор сидим там. Мы просто как бы на бумаге или номинале получили независимость или другие там свои декларациях, но фактически мы как были, так и остались вассалами России.
И Да, это мы пока, действительно, пока, Халмурат, не можем менять президентов, как это делают украинцы. Нам надо учиться у Это них. надо, да, это да, надо да. выбирать. Вот и украинцы защищают вот это вот права человека и достоинство человека, самое главное, я хочу сказать. Вот достойная нация, вот украинцы, они сегодня объединились, правильно сказал Виталий, что там не только украинцы живут, там представители всех народов, в том числе и русские, вот, по паспорту или по рождению. Но они все сегодня единая нация, украинцами себя называют, и отстаивают свою родину. Вот когда мы, туркмены, дойдем до этого, у нас тоже будет все прекрасно. Вот это я хотел сказать. Спасибо. Я очень рад вас видеть был. Спасибо за теплые слова о моей стране. Спасибо Туркменистану, что он нас в свое время познакомил. Прекрасная земля, прекрасный народ. Жалко, что этому народу сегодня тяжело. Что он сегодня, скажем прямо, не имеет того, что он заслуживает. Туркменский народ то же самое. Так и осталось. Ну, ничего, я думаю, решим мы тут свои вопросы, вы решите тоже свои. Да, это параллельно Параллельно и произойдет. автоматически решится все. Да. У нас, вот, Виталий, умирают не меньше, чем на войне Население. И она уменьшается, не растет. И поэтому война бывает разная. Она скрытая, закрытая. И вот Да. на Украине открытая. У нас открытая, а там закрытая, да. Да. Геноцид идет тоже. Вот мы посчитали, где-то 50 тысяч уже, которые можно подтвердить смертей вот, за последние 25 лет. Это минимум. Это уничтожено в тюрьмах. Не это то, в тюрьмах уничтожено, да? Да. Это от репрессий, знаем. Это больше, чем в гражданской войне. Да. И это очень Я знаю, сильно. Халмурат, я знаю, как это касалось вашей семьи, сколько у вас человек было в семье арестовано, сколько оттуда, знаю брата вашего, который оттуда не вышел. Прекрасно его помню. Он так и не вышел, Иклым, я так понял, из тюрьмы, да? Нет, их живых нет, уже давно нет. Там, прекрасные люди, талантливые, грамотные, люди, которые работали на Туркменистан. Халмураду, если бы Халмурат остался, я думаю, его бы тоже не было. Он и так еле его вывезли тогда раненого, насколько я помню, оттуда. Да. Я помню, я все помню, Халмурат, я все помню. Помню, как эту подставу сделали, как это все сделано было. Все это мы помним. Мы ничего не забываем, у нас хорошая память. А о друзьях своих мы всегда помним. И это спасибо, что тогда ваши друзья вас сумели вытащить оттуда вовремя. Было. Сегодня можно уже об этом сказать, Халмурат. Сегодня уже об этом сказать можно. Что тогда подтянули твои афганцы, с которыми ты все время, хлопцы, афганцы, с которыми ты все время был, ты возглавлял союз афганцев Туркменистана. Я помню это. Ты возглавлял союз афганцев Туркменистана, и они тебя вытащили, когда ты был мэром Кызыл-Ирвата, когда ты был зам председателя района, зам хакима районной организации. Все это помню, как они тебе помогали всегда, как ты выступал против тогдашнего президента. Я все помню. Спасибо вам. Вы знаете, я с вами, когда разговариваю, народ просто не знает. Я почему это говорю? Вы легенды на самом деле, люди добрые. Вы легенда, живая легенда. Что Сапар Бакши, что вы живая легенда Туркменистана. Это в учебниках будет. По-любому будет. 100 лет пройдет, 200 пройдет. Все равно это уже останется навсегда. И то, что вы делали, останется навсегда. Виталий, за это тебя еще раз придется поздравить с юбилеем. Спасибо. Спасибо. У меня просто юбилей. Все, спасибо. Спасибо. С юбилеем встретимся как-нибудь, обнимемся и накроем Дастархан по-настоящему. Виталий, очень рад видеть вас в добром здравии. Вот. Всего доброго. Спасибо, Всего хорошего. Савол. Берегите себя. Ana sağoluydu. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания.